Все самое важное за эту неделю – отремонтировать за полгода. Суд Ухты удовлетворил иск в отношении Министерства обороны. Профилактика рака. Врач-онколог рассказал о том, как избежать болезней. И время для игр. Молодежный совет провел зимние забавы на Водном. Рост убийств и распространение наркотиков. Следователи об итогах работы за 2021 год. Подробности прямо сейчас. В Ухтинском городском суде было рассмотрено гражданское дело по иску заместителя военного прокурора Воркутинского гарнизона в отношении Министерства обороны Российской Федерации. Так, прокурор потребовал от министерства отремонтировать помещение площадью 1300 квадратных метров, предназначенных для работы комиссариата в Ухте. Речь идет о военкомате на Ленина, 36. Заместителем военного прокурора Воркутинского гарнизона как раз-таки были запрошены документы о состоянии техническом данных помещений, и на основании указанных актов осмотров, а также документов о том, когда проводились последние ремонтные работы, в том числе капитальный ремонт, как раз-таки уже и послужили основанием для обращения в суд с иском. К указанным работам будет отнесена замена половых покрытий, также исправление настенных покрытий, горячее водоснабжение, также проверка систем пожарной безопасности и ряд других работ. Акт осмотра помещений датирован 2020 годом. В это же время был проведен какой-то ремонт, но существенных недостатков он не устранил. Так что суд полностью удовлетворил иск. Решение пока не вступило в силу. Если его не обжалуют, Министерству обороны нужно будет в течение полугода провести все ремонтные работы. Ухтинский отдел Следственного комитета подвел итоги работы за 2021 год. Согласно статистике последних лет, в муниципалитете идет снижение преступности, но, несмотря на этот факт, выросла цифра по оконченным тяжким и особо тяжким делам. Так увеличилось количество убийств и тяжких телесных, повлекших смерть потерпевшего, почти в 2 раза. При этом 5 таких преступлений зарегистрировано в Ухте с 15 августа по 15 сентября. На протяжении последних 2 лет на одном уровне остается статистика по делам с коррупционной составляющей. Чаще всего такие преступления совершались сотрудниками исправительных учреждений. 2 февраля один из них выслушал приговор. Бывший заместитель начальника исправительной колонии признан виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. За пронос сотовых телефонов, получается, и комплектующих с ним, и также за перережим, так называемый. Перережим – это означает, что более выгодные условия, ближе к родственникам и, соответственно, с режима, например, со строгого, на более мягкий режим. Он признан виновным и назначено наказание путем сложения у него. Ранее еще приговор был, получается, от 6 июля 2021 года. Путем сложения суд назначил 12 лет, получается, лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. И назначено, получается, не занимать определенные должности 8 лет и, соответственно, лишили специального звания. В минувшем году также отмечается увеличение количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. 30 в 2021 против 16 в 2020. Чаще всего они связаны с половой неприкосновенностью. Ситуация усугубляется, так как растлители орудуют через интернет. В производстве Следственного комитета находится уголовное дело, фигурант которого подозревается в половых преступлениях в отношении девочек от 12 лет. 10 пострадавших уже определены, появляются все новые факты. Период с 2019 года взят. По эпизодам установлено, что не только он развращал несовершеннолетних по средствам сети интернет, как в WhatsApp, так и посредством контакта, знакомился ВКонтакте. Но также установлено, что он еще и с некоторыми из них вступал в половые отношения. Мужчина 1997 года рождения, ранее привлекавшийся за аналогичное преступление, находится под стражей. Следователи напоминают родителям, стоит проявить внимание к общению детей и подростков в социальных сетях, так как информация, не соответствующая возрасту ребенка, может нанести психологические травмы и негативно отразиться в дальнейшем. Также реальные опасения правоохранителей вызывают резкий рост дел в сфере распространения и хранения наркотиков, возбужденных в отношении подростков.
Вот за последние 3 месяца следственным отделом возбуждено 9 преступлений по 4 уголовным делам и привлекается 6 несовершеннолетних. Да, это жители Водного, Ухты. Вот, в основном 2 уголовных дела это по факту приобретения и хранения наркотических средств. Вот, и 2 уголовных дела это где несовершеннолетние, как говорится, сбывали наркотические средства вот, и работали закладчиками. Санкции статей за хранение, 3 года лишения свободы, сбыт до 15 лет. При этом стоит отметить, что такая деятельность часто попадает во внимание правоохранителей, так как теперь в этой сфере проводятся комплексные мероприятия. В начале февраля во всем мире отмечается День борьбы с раком. В общественной приемной главы КОМИ в Ухте о профилактике онкозаболеваний рассказал врач-онколог. Начал специалист с анализа статистики заболеваемости в муниципалитете. Статистически заболеваемость примерно находится на прежнем уровне. Есть небольшой спад болезни, но это в пределах погрешности, так скажем, и в связи с тем, что в предыдущий год была ограничена программа диспансеризации взрослого населения. Естественно, какое-то количество пациентов мы не получили в связи с прекращением этой работы, по крайней мере, снижением объемов диспансеризации. А так заболеваемость на онкологические заболевания на прежнем уровне. Какого-то всплеска, роста, естественно, нет. В период пандемии плановая помощь остановлена в рамках проведения как раз-таки профилактических осмотров и диспансеризации. Пациенты, имеющие какие-либо симптомы, жалобы на состояние здоровья, могут обратиться в поликлинику. Поликлиника не закрыта, они могут обратиться к врачу и пожаловаться на состояние здоровья, и доктор назначит какое-то обследование, анализы и так далее. Если есть необходимость попасть к онкологу, терапевт запишет к онкологу. Пациенты, которые стоят у нас уже на учете с подтвержденными болезнями, они, конечно же, приходят к нам на периодическое обследование, мы их обследуем. Эта работа у нас не прекращена, она не закрыта, то есть диспансеризация, да, она приостановлена, но те, кто состоит на учете, у кого есть подтвержденная болезнь, они продолжают к нам обращаться. А те пациенты, так скажем, первичные, да, у кого нет диагноза, просто есть жалобы на состояние здоровья, они могут обратиться не к онкологу, естественно, они обращаются к участковому терапевту или фельдшеру. Жалобы на состояние здоровья. И уже доктор определяет, что нужно сделать из обследований и нужно ли какому-то специалисту узкому обратиться. Может быть, ему нужно там, к кардиологу или гастроэнтерологу, например, или к эндокринологу, да, это не обязательно к онкологу. Но если есть такая необходимость проконсультироваться онколога, мы работаем, мы работу не прекращаем. Также специалист рассказал о профилактике как первичной, так и вторичной. Ну, это мероприятия, наверное, будут общего характера. Рекомендуем всем в рамках ведения здорового образа жизни. Да? Это отказ от вредных привычек, повторюсь, да? Это здоровый образ жизни, это профилактика гиподинамии, то есть активный образ жизни, занятия физической культурой и так далее. Это правильное, полноценное, здоровое питание. Все, наверное, знают, да, мы есть то, что мы едим. Конечно же, наш образ жизни и рацион питания напрямую влияет на развитие не только злокачественных образований, но и других, да, и сахарный диабет, и гипертония и так далее. Единственное, есть рекомендации именно по онкологическим заболеваниям, например, кишечника. Да? Известно, что потребление большого количества красного мяса, это баранина, свинина, конина и так далее, говядина, большого количества мясных продуктов приводит к увеличению риска развития рака кишечника. То есть диетологи и онкологи рекомендуют красное мясо потреблять 2 раза в неделю, то есть 2 порции в неделю должно быть. Это снижает риск развития рака ободочной кишки. Ну а по каким-то другим локализациям, обычное здоровое питание, это, так скажем, достаточное потребление воды в сутки, это поменьше углеводов, поменьше жиров животных, побольше продуктов, содержащих клетчатку, фрукты, овощи и так далее.
Вторичная профилактика, она направлена на выявление каких-то предопухолевых заболеваний и лечение этих заболеваний. Ну, если мы говорим про онкологию, да, есть первичная профилактика других болезней, инфекционных, неинфекционных и так далее. Про онкологические заболевания – это вот профилактика в виде лечения предраковых заболеваний. Есть определенные болезни, которые очень часто перерождаются в злокачественные и Так, врач отметил, что стоит следить за состоянием кожи. Если появляется пигментация, рост родинок или папиллом, их кровоточивость, необходимо обратиться к дерматологу или онкологу. В поселке Водный в минувшую субботу прошли зимние забавы. Тут их провели впервые. Акция, напоминающая по атмосфере народное гуляние с проводами зимы. На самом деле имела цель привлечь подрастающее поколение к здоровому и активному досугу с подвижными играми на свежем воздухе. Автором идеи и организатором стал депутат молодежного совета Андрей Чудов. Он привлек к организации этого праздника Федерацию военно-тактических игр КОМИ, своих коллег по молодежному совету, ну и, конечно же, спортивный клуб «Спарта», который любезно предоставил свою территорию для проведения веселого праздника. Игры с детьми. Центр развития «Старт» нам поможет провести игры. Поиграют с детьми в костюме зимы, затем будет лазертаг и катание на собачьих упряжках. Также для всех здесь стоит полевая кухня. Всех накормим кашей. Традиционную солдатскую гречку с тушенкой и горячий чай мог отведать каждый желающий. Так же, как и погладить забавных хаски, попробовать себя в активно развивающемся виде спорта лазертаг, поучаствовать в веселой анимации с красавицей Зимой и ее помощницей Лисичкой. Истинным бонусом стала погода. Все время, пока шло мероприятие, на небе сияло солнце. В общем, активный выходной на свежем воздухе с забавами удался на 100%. Равнодушных не осталось. Тем более, что такой досуг стал отличной возможностью организовать семейные выходные здорово. Ведь именно здоровье горожан сейчас главный приоритет.